أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما غفلوا وناموا لقد خلقوا لما لو أبصرته عيون قلوبهم تاهوا وهاموا فروح سوف ترحل في سلام وروح في الجحيم لها مقام فروح سوف ترحل في سلام وروح في الجحيم لها مقام ليوم الحشر قد عملت أناس فصلوا من مخافته وصاموا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا. Давайте начнем эту серию с простого сравнения между райским блаженством и адским мучением. Как мы можем провести это сравнение? Послушай этот хадис, который пришел в Сахихе Муслима. В день воскресения приведут того, кто в мире этом жил в наибольшей роскоши. О Аллах! Кто-то, у кого было все, что он хочет, все, о чем он мечтал, все, чего он желал. Но он окажется кем? Одним из обитателей ада. И его один раз погрузят в адский огонь. А на земле, по сравнению с другими, он жил в наибольшей роскоши. Что ему скажут после этого погружения? После того, как его окунут в огонь на несколько секунд? Что ему скажут? Видел ли ты когда-нибудь благо? Представь себе этот вопрос. Ты видел что-то хорошее в жизни? Ты когда-нибудь испытывал блаженство? И он ответит: нет, клянусь Аллахом, о Господь. Он забыл все наслаждения, забыл все удовольствия после одного погружения в огонь. И он больше других наслаждался на этой земле. Затем приведут человека, который был самым несчастным в этой дуне, как говорит пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. И он окажется одним из обитателей рая. Он был бедным, больным, несчастным. Его добили все заботы этого мира, все проблемы. И его один раз погрузят в рай. Один раз. Всего одно погружение в рай. После этого погружения, и, как ты помнишь, этот человек сталкивался со всевозможными проблемами этого мира. Его спросят: знавал ли ты когда-нибудь горе? Ты когда-нибудь видел беду или нужду? И он, разумеется, был человеком, который в этом мире испытывал самые ужасные бедствия. И он ответит: нет, клянусь Аллахом, о Господь, у меня никогда не было несчастий, и я не знавал горя. Он забыл все проблемы, заботы, усталость, болезни. Все это после одного погружения в рай. О Аллах! Таково различие между раем и адом. Всего одно погружение в рай заставит тебя забыть все мирские проблемы, а одно погружение в ад заставит тебя забыть все блаженство этого мира. Давайте в этой серии поговорим о некоторых качествах, которые заводят раба в ад, чтобы сторониться их. И в конце серии мы расскажем о блаженстве, об одном из лучших наслаждений обитателей рая. سوف ترحل في سلام وروح في الجحيم لها مقام. Так как мы боимся адского пламени и стараемся не оказаться одними из обитателей ада, нам необходимо знать некоторые качества, которыми Аллах, Свят Он и Велик, описал тех, кто зайдет в ад и потерпит убыток, чтобы мы знали о них и не были одними из таких людей, чтобы мы попытались отдалиться от этих качеств. Аллах, Свят Он и Велик, говорит, чтобы не пришлось человеку говорить: «О горе мне за то, что я был несправедлив по отношению к Аллаху». В день воскресения уже все. Чем может помочь сожаление? Они будут сожалеть о своей несправедливости в поклонении Всевышнему Аллаху. «О горе мне за то, что я был нерадив по отношению к Аллаху. Я был всего лишь одним из насмехающихся». Он насмехался, издевался, и все. Он говорил, что просто развлекается. Он мог насмехаться над праведниками. Он издевался над благими людьми. Я был всего лишь одним из насмехающихся. Или чтобы не пришлось ему говорить: если бы Аллах наставил меня на прямой путь, то я был бы одним из богобоязненных. Посмотри, субханаллах. Если бы Аллах наставил меня на прямой путь, то я был бы одним из богобоязненных. Многие люди ослушиваются своего Господа. Когда такому человеку говорят: брат, почему ты грешишь? Он отвечает: Аллах меня не наставил. Это хорошая отмазка, что Аллах не наставил тебя на прямой путь. Если ты идешь по прямому пути и просишь верного руководства, оно к тебе придет. Наставление на прямой путь — это не что-то, что не сходит с неба, резко падает на кого-то, и он становится одним из ведомых прямым путем. Нет, человек должен просить прямого руководства. Как сказал Аллах, Свят Он Велик: просите у меня прямого
прямого пути, и я поведу вас по нему. Ты просишь наставления, и Аллах, Свят Он и Велик, наставит тебя на прямой путь. Поэтому у тебя нет оправдания. Или чтобы не пришлось ему говорить, когда он увидит мучение: если бы у меня была еще одна возможность, то я стал бы одним из творящих добро. Посмотри, когда он увидит мучение, он скажет: хочу еще один шанс. И все они были беспечны. Они упустили возможность. Они потеряли свое время в дунье, не поклоняясь Аллаху, Свят Он и Велик, и теперь хотят второй шанс. Так пусть никто не доводит до такого. Начиная с этого момента, используй свое время. Начиная с этого момента, поклоняйся своему Господу. Готовься ко дню воскресения. Аллах, Свят Он и Велик, говорит: им будет сказано: вы поступали несправедливо, и сегодня вам не поможет то, что вы разделяете мучения. Они поступали несправедливо, притеснили других людей, поступили несправедливо с самими собой, совершив много грехов. Также Аллах, Свят Он и Велик, говорит об обитателях ада, что они будут спрошены: что привело вас в преисподнюю? Все мы знаем этот аят, но на самом деле, все ли мы осознали его значение? Что привело вас в преисподнюю? Как мы знаем, что они ответят? Они скажут: мы не были в числе тех, которые совершали намаз. Намаз. Твои 5 намазов. Не будь одним из тех, кто зайдет в ад из-за того, что не выполнял свои 5 намазов. Мы не были в числе тех, которые совершали намаз. Мы не кормили бедняков. Мы погружались в словоблудие вместе с погружавшимися. Люди развлекались, шутили, пребывали в заблуждениях, грехах, хараме и несправедливости. А мы были вместе с ними. Посмотри на этих скверных друзей и плохое общение. Мы были с ними, с погружавшимися в словоблудие. Чем они им помогли? Ничем. Как сказал Аллах, Свят Он и Велик, заступничество заступников не поможет им. Так давайте отдалимся от подобных качеств. И последнее качество, которое я вам упомяну, Аллах, Свят Он и Велик, говорит: и ад будет ясно виден тем, кто будет видеть, тому, кто приступил к границе дозволенного, то есть достиг высокой степени или стадии грехов и прегрешений. Он приступил все допустимые границы в своих грехах и прегрешениях, кто приступил к границе дозволенного и отдал предпочтение мирской жизни. Он отдал предпочтение дунье перед ахиратом. Он предпочел дунью за счет ахирата. Тому пристанищем будет ад. Так пусть дунья и мирские удовольствия не станут причиной того, что вы зайдете в ад. فروح سوف ترحل في سلام وروح في الجحيم لها مقام يوم. Дополним наш разговор о некоторых качествах обитателей ада, которыми они обладали в этой дунье, и которые привели к тому, что они стали обитателями гиены. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит, как это пришло в Сахихе Муслима: 2 вида обитателей ада я еще не видел. Это 2 вида обитателей ада, но пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, их не видел. Это мужчины с плетьми, которые подобны бычьим хвостам, и которыми они избивают людей. Это плети, и они бьют их этими плетками. И сколько мы видели этого в наше время, особенно с популяризацией Ютуба, с распространением разных видео. Сколько мы видели роликов истязаний, как людей мучают и избивают. Эти люди, те, о которых говорил пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Люди, которые мучают и истязают других, избивают их и поступают с ними несправедливо. Эти люди относятся к обитателям ада. Они избивают людей. Как сказал пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, мужчины с плетьми, которые подобны бычьим хвостам, и которыми они избивают людей. Это первая категория. Второй вид — это женщины. Послушайте, о женщины, и послушайте, о мужчины, у которых есть женщины, за которых вы несете ответственность, будь это жена или твои дочери. И женщины, являющиеся одновременно и одетыми, и обнаженными, отклоняющимися и отклоняющими, одновременно одетые и обнаженные. То есть у них есть одежда, но этой одежды им не хватает. Они словно нагие. Их одежда показывает их привлекательные части тела. Это не разрешено. Харам. Также они отклоняющиеся и отклоняющие. Отклоняющиеся, то есть они отклонились от прямого пути и последовали хараму, греху и распутству. И отклоняющие, то есть они отклонили других и ввели их в заблуждение этой одеждой и своими действиями. Субханаллах. Пусть каждая отчитает саму себя, относится ли она к этой категории или нет. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит: их головы подобны свисающим верблюжьим горбам. Верблюжьим. То есть из-за волос и тех вещей, которые ставят в волосы, что бы это ни было, их головы выглядят как горбы, как верблюжьи горбы. Такое описание им дал пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Затем пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал об этих 2 видах и об этих женщинах, что они не зайдут в рай. О Аллах! Знаете, это очень опасные слова. Они не войдут в рай и не ощутят его благоухания. Они не почувствуют и запаха рая, хотя благоухание его непременно будет ощущаться уже на таком-то и таком-то расстоянии. Запах рая можно будет почувствовать на очень большом расстоянии, но они не ощутят и запаха рая. Это послание для женщин. Покройтесь.
Да, может быть некое удовольствие и радость, и Аллах знает лучше, когда какая-то женщина демонстрирует свою красоту перед посторонними мужчинами. Но какая от этого будет польза? Когда жизнь закончится, когда человек окажется в могиле, а затем наступит судный день, и эта женщина попадет в ад из-за выставления на показ своей красоты, которая уже ничем не поможет, потому что уже все, ее время прошло, все удовольствия и былое упоение ушли. Так какой смысл становиться обитателем ада из-за подобных действий? Также есть другой вид обитателей огня. Я прошу Аллаха, Свят Он и Велик, не сделать нас из числа этих людей. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит, как это приводится в Сахихе Муслима: в день воскресения одного человека приведут и бросят в огонь. То есть он не просто зайдет в ад, нет, его бросят, закинут в ад. Из-за силы броска, из-за силы огня, из него вывалятся кишки, как сказал пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. То есть его кишки выйдут из живота. Видел ли ты когда-нибудь такое мучение? И он будет крутиться подобно ослу, вращающему жернова мельницы. Раньше у людей были мельницы, и вокруг жернова ходил осел, чтобы жернов крутился. И здесь будет так же. Посмотри на это сравнение. Этот человек будет ходить вокруг своих кишок, так же, как осел ходит вокруг мельницы. Вокруг него соберутся обитатели огня и скажут: «О такой-то, что с тобой? Разве ты не побуждал нас к одобряемому и не удерживал от предосудительного? Ты же призывал нас к благу и запрещал нам порицаемое». И он ответит: «Да, я побуждал вас к одобряемому, но сам его не делал. Я удерживал вас от предосудительного, а сам его совершал». Это на самом деле внушающий страх хадис, страшный хадис. Я прошу Аллаха, Свят Он и Велик, защитить нас. Я прошу Аллаха, Свят Он и Велик, сделать нас из числа тех, кто побуждает к одобряемому и сам его совершает, и удерживает от предосудительного и сам его не делает. В начале серии мы провели небольшое сравнение обитателей рая и ада. Потом мы поговорили о некоторых качествах, присущих обитателям ада. Давайте завершим эту серию чем-нибудь положительным и жизнеутверждающим. Давайте закончим эту серию каким-нибудь красивым хадисом о райском блаженстве. В Сахихе Муслима приводится, что один иудей спросил пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, чем угостят людей в начале, когда они зайдут в рай. То есть какой первый подарок им преподнесут, когда они зайдут в рай? Какое-то угощение в начале их вхождения в рай. Что это будет? И пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: доля печени нуна, кита. О Аллах, я прошу Аллаха, Свят Он и Велик, сделать нас из числа тех, кто ее попробует. Нун, на чем сошлись все ученые, это кит. И доля печени кита — это дополнительный кусочек, связанный с печенью. И это ее лучший кусок. Хорошо. Почему они получат именно такое угощение? Почему вначале им дадут эту долю печени кита? Аллах знает лучше. Но в любом случае Аллах, Свят Он и Велик, подготовил эту обитель для своих богобоязненных рабов. Он подготовил ее для своих богобоязненных, искренних рабов. И если таким их будет первый подарок, это будет для них лучший подарок и лучшее угощение. Просто представь, это же обитель, которую подготовил для тебя Аллах. И эта вещь, которую тебе преподнесут, конечно же, будет для тебя самой лучшей. Затем этот иудей спросил: а что они съедят вслед за этим? То есть, что они будут есть после этого? Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: для них зарежут райского быка, который пасся по окраинам рая. То есть, этот бык пасся в раю. О Аллах! Он спросил: а что они будут пить? Что они выпьют после этого? Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: питье их будет из источника, который называется сальсабиль. О Аллах! Источник, который называется сальсабиль. Он с легкостью течет по раю. Он легко будет течь у них в горле. Этим источником обитатели рая будут распоряжаться по своему усмотрению, как пожелают. Таково райское блаженство. Люди будут есть и пить. Представь, что Аллах подготовил для тебя в раю. Представь себе эти сюрпризы, о которых ты не знаешь и которые ждут тебя в раю. Что преподнесет тебе Аллах, Свят Он и Велик? Чем тебя одарит Всевышний Аллах? Мы поговорили всего о нескольких качествах обитателей ада и закончили наш разговор на этом хадисе, чтобы у тебя появился стимул. Отчитай себя еще раз в плане этих качеств. Прослушай их еще раз. Или, возможно, ты послушал их и знаешь наизусть. Так сделай так, чтобы этих качеств в тебе не было. И если тебе присущи некоторые из этих качеств, покайся перед Аллахом, Свят Он и Велик, и оставь их. Ведь рай — это великая награда для богобоязненных, для искренних людей, для мусульман, для верующих, для тех, кто поклонялся Всевышнему Аллаху, для тех, кто покаялся перед Аллахом, Свят Он и Велик. И я прошу Аллаха, Свят Он и Велик, сделать нас из их числа. В следующей серии мы будем говорить только о рае, о том моменте, когда люди только-только зайдут в рай, и о деревьях в раю.
На этом все, и Аллах знает лучше. И да благословит Аллах и приветствует нашего пророка Мухаммада. أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما غفلوا وناموا